никуда не сел. Это был глухарь. Что-то Айда рванула он туда. Это на взлет уже она побежала. И первого глухаря мы подняли. Даже не понял, откуда, или с дерева он взлетел, или же с этого, с земли. Но думаю, с дерева, потому что такого грохота я ничего не услышал. Я только на реакцию Айды посмотрел, увидел, как она бежала, и птица уже летела, когда я заметил. Смотри, Тулан ходит, я не знаю как. Вообще сегодня что с ним происходит. Тулан даже не бежит. Идет себе и все. До обеда как-то нормально себя вел. Активно бегал, не видел практически его. А сейчас что-то где-то он перекусил не то. Кополуха здесь сидела. Вон летит. Айда что-то шныряла. Прошли мы, а он, оказывается, тут сидела. Это кополуха была. Вторая птица за сегодняшний день. Подходим к очередной развилке. Можно туда еще прямо сходить. Километров 5, такой кружок. Но на первый раз, думаю, сегодня хватит. Сейчас мы развернемся и здесь получается тоже просека, наверное, или что? Ну да, точно просека. Здесь сперва пойду по дороге, потом на саму просеку выйдем. И по тайге уже по своим тропам, где охочусь, уже пойду до избы. Вот. Ну да, вон она просека. Что интересно, не ухтит тут. Блин, Тулан. Не то отравился ты, не то я не знаю, что происходит с тобой сегодня. Обычно, когда здесь что-то сильно нюхтят, я подхожу, смотрю, чей помьет там может быть. В принципе, там тоже, но нет, сегодня не пойду. Это на другой день оставлю. Если что, можно вот здесь выйти здесь и круг такой дать. Это на другой день. Северный ветер. Сейчас буду строго на север идти. Вон какая красота. Пока не заросло бы, вообще класс здесь идти. Потом болото там будет. Потом вырубка будет. И тайга. Дорога там заканчивается. Это такой, как бы, Т-образная дорога до делянки. Там потом тупик, делянку срубили и вывезли все. Вот так. После Кополухи пока никого не видели. Да, и Тулан сейчас все перестал ходить. Что-то рядом, далеко не уходит. Что случилось, не знаю.
Первого оленя в своей жизни я встречал вот именно на этом болоте. Только это болото вот здесь так расширяется, и там очень большое. Я, короче, вон там проходил, где-то в середину выходил. На окраине опушки леса, дай, думаю, посмотрю клюкву. Зашел на болото, так, иду вот так, вниз смотрю, вниз. Клюкву вот смотрю так, голову приподнял, а метров 40 от меня такой седой, вообще седой, весь седой, с большими огромными рогами, там он уже в возрасте, видать, этот олень. Прям на меня так идет. Идет. И слева еще 2 или 3 штуки поменьше. И они были уже другой расцветки, как это вот коричневой расцветки, что и в прошлом году видел такого же. Один был коричневый, другой белый. А здесь их было 3 или 4. Вот, не помню, это уже давно было. Я охотился первые года здесь с дедушкой, вот, который мне передал эти, эти участки. На старой избе еще охотились. И первый раз я тогда вот видел оленей. Также не стал стрелять, как и сейчас. Ну и не снимал ничего в те года. Это сейчас вот ищем, ходим контент, так скажем. Но тут уже окраина вот этого болота здесь. Потом здесь тайга небольшая, вот такой лес. И там дальше снова такое, там чисто поле, болото. Но гуси сюда почему-то не садятся. Ни разу еще не было такого. Хотя здесь вообще огромное болото. Считай, мы сейчас прошли от избы в круговую, все обошли. Вот здесь медведь. Или кто тут бродил. Вот. Ну и за целый день ходьбы вот, сегодня ни одного гусиного перелета я не слышал. Что-то тишина. Чуть раньше, конечно, 3 дня сказали мужики. 3 дня, говорит, гуси летели. Я только вот один косяк видел во дворе, когда стояли с соседями. И все. Фу. Не с привычки немножко даже подустал уже. Ну тяжело вот таким болотом уже. Сколько таких переходов было сегодня. Мелкие, но, блин, все равно устаешь. Ладно, сейчас там дальше уже, вон там, вырубка. И вот начинал рассказывать о тех оленей, которые я первый раз в жизни видел. Но когда вот этот седой от меня шуганулся, начал бежать к этим в стороне, которые стояли. Знаете, вот рога, бешено большие. Для меня это вот первый раз, когда я увидел, как это возможно такие рога на себе, на голове там таскать. И знаете, вот голову вон, вот как-то олени, вот что лоси, вот почему-то вверх так поднимают, как будто вот рога на спине получается. Хотя, все равно вот как-то вот выше морда вот так становится. Когда они ходят, они более-менее там голову в обычном режиме, они все время голову вниз держат, что-то в поиске там. А вот когда уже от тебя убегают или от опасности любой, они морду выше так поднимают. И можно даже это понаблюдать, скажем, в интернете. Вот много видео про этих северных оленей, там, ненцы, там, там можно подглядеть, посмотреть, как олени вот бегут, голову приподнимают так.
Как будто им воздуха не хватает в морду. Дышат так. Ну, подъездник, смотрите, как идет. Вообще, жесть. Отравился, что ли, он сегодня, блин? Почему так? Что с ним произошло? Вот это да. Ну, здесь я вижу голубику. Пару штук. Вон. Сел отдохнуть. Такой поперек дороги. Там лебеди кричат. Лебеди. Все, утихли. В той стороне. Ну и проясняется также. Тла. Он весь в слюне. Вот смотри. Что-то вот какая-то, я не знаю. Это собака отравилась, наверное. Что с тобой? Весь пена в этом. Возле рта. Не ест ни хрена. Тулан. Что случилось? Вон как висит все. Слизь. О, надеюсь, видно вам. Не знаю, от чего это все происходит у него. Вяло себя ведет сегодня. Вообще не бегает, ничего. До обеда, я говорю. До обеда вообще активный был и сейчас перестал работать. Сейчас передохнем 5 минут и газку. Куропатки. 5 штук. Уже белые. О, все еще летят. Вон туда полетели. Но они хитрые, а редко когда. Но сейчас вот в лед еще более-менее возможно было бы как-то стрельнуть, а к ним не подойдешь. Бесполезно. Ну тут небольшая вырубка, может кубов 700 отсюда взяли, не больше. По размеру не знаю, какой участок, но по лесу что вот стоит, ну 700 от силы тут стояло. Какие-то зачесы. Или кормились лоси тут. Ну да. Вон. Вот тут зачес. И вон там дерево. Не побрезговали даже сосной. Да, это лоши были. Потому что оленям не достать. 2,5 метра почти. О, это весной или летом тут чесали. Смола уже вон вышла. Ну, значит, так и летом может. Я думал, тут и гон был не рогами, а нет, они просто кормились. Где-то 2,5 метра он высотой. Высоко. Что-то дернулись. Рябчик взлетел. Единственный тоже. Один был там, из-под собаки поднялся. Улетел он, хрен его знает. Тоже по звуку крылья, он тоже уже не молодой. Потому что очень громко летит. Как-то вот, ну, необъяснимо. Это я не могу передать, как вот это определить все это дело. И очень далеко улетел. Улетел.
короче, там бормочет. Не пойду, бесполезно. С собаками, конечно, на них не поохотишься. Попал. Ребят, попал на перья только. Примерно направление, я знаю, куда он улетел. Перья выпали. Пойду искать. Давненько не стрелял. Ищем троем. Видать, он улетел хрен его знает куда. Бесполезно. Не найдешь. Явно он касательно как-то прошел, такой звук, вот хлопок какой-то был. Нету, что поделаешь, ушла птица. Короче, кружили, бесполезно искать. Сейчас уже иду так по солнцу примерно. Мне надо поймать просеку. И по просеке уже дальше идти. Там уже поймаем свою тропинку. Немножко поторопился, видать. Возле меня собаки там, и собаки мои, когда, скажем, рябчика стреляю, там они хватают. И вот я поторопился и немножко, наверное, дернул. У меня, может, даже пуля чуть ниже прошла. Ну, вот такой вот заделана она где-то нижнюю часть. Ну, охота есть охота, когда попадаешь, когда ранишь, когда всякое бывает. Конечно же, тушу рябчика в густой тайге найти очень тяжело. И самое главное, непонятно, какое расстояние подранок еще летит. Вот и просека моя. Все. Пойду здесь. Что-то тулан вынюхивать стал. На это дерево он внимательно смотрел. Что-то я тоже звук какой-то услышал. Это птица там.
кедр. У нас очень мало их, этих кедрачей. Перешел я в сырое место тут. Но сейчас уже по своим зачесам буду идти. Где-то вот тут уже потерял немножко. Но немного уже осталось, километра полтора, может, точилы. Вон зачес. Ну да. Да. Ну все, это тут уже все знакомо вообще. Своя тропинка. Ну что, ребят, мы на избе вернулись пустыми. Рюкзак пустой сегодня. Не повезло чуть-чуть. Не повезло, это ни одного выстрела я не сделал. Глухаря, косачей, ни в кого не получилось. Подранили только одного рябчика и все. Немножко устал, но примерно, наверное, километров 10, может чуть больше, может чуть меньше прошел. По усталости я так чувствую. 10 десятку точно прошел. Для первого дня сегодня достаточно, думаю. Ладно, сейчас я отдохну, чай попью и пойду проверять сетки. Я закинул вчера сетки, может щука попалась. Если попалась, будет сегодня уха. Если нет, так сварю из консервов суп. Собаки сегодня, ну как сказать, Тулан вообще не работал. И до сих пор еще от хвост приспустил и вот так ходит. Не знаю, что с ним случилось. Вон он. Изо рта какая-то слизь идет. Непонятно, что с ним. Вон. Не знаю, ребят, что случилось с ним. Айда, хорошо, нормально. Отработала сегодня. Были следы, сразу она нюхтила там. Сразу понятно, что где-то какая-то птица ходила, но никого не лаяла. Потому что глухарь я заметил, когда он уже улетал. А кополуху мы даже и проморгали. Рядом она сидела, и никто из собак даже как сказать, никто из собак даже и не подумала, что там кополуха. Ну так получилось, что потом. Кого винить? Меня или собак, это уже не наши птицы. Ушли, улетели, пускай летают. Да еще одного оленя еще видели. Не знаю, удалось нет заснять. Ой, блин. Ладно, зайду я пить чай. И надо с карабином мне еще разобраться. Потому что у меня проблема с карабином. В избушке тепло. Время получается 6:30. 6:30 мы вышли. 1, 2, 3, 4, 5. 6 часов бродили. 6 часов. За час, если скажем, за час я прошел 2 километра. За 6 часов я прошел примерно 12. Но 100% 10 километров мы прошли.
Сильный зацеп. Прям рвется на глазах. Блин. Не, зацеп. Ну вот и щучка. Уха. Щучка уже подохла. Окоченела уже. Такие вот не крупные. Когда ты крупную ячею ставишь, они ячею ртом хватают и уже потом путаются. Так такие проходят через ячею. Очень много коряг. Зацепы. Там очень сильно зацепилась даже за что-то. Вот прям шевелится и не могу дернуть оттуда. Ну все. Опа. На уху мы набрали. Айда. Уха будет сегодня у нас. На озере какая-то синяя пленка, вот голубая даже. Не знаю, видно, не видно вам. Как будто топливо тут. Вон, все озеро так. Не знаю, что это такое вообще. Откуда это все идет. Вон, прям как будто залито чем-то вот. Каким-то мазутом. Хотя тут моторкой не ездят.